17 лет спортивной жизни за плечами у 25-летней футболистки Айданы Отурбаевой. С началом пандемии она вместе с единомышленниками организовала волонтерское движение и начала помогать врачам. То была добровольная помощь своей стране. Уже различают, где подвох, где правда, а где ложь. И это очень здорово. Мне бы хотелось, чтобы молодежь активно участвовала в важных событиях для страны. Потому что мы не будущее, мы есть настоящее. Не все потеряно, да? Мы готовы бороться за светлое будущее, мы готовы помогать, мы болеем всем сердцем, душой за каждого гражданина. Айдана была одной из сотен волонтеров. Они стали опорой государства в тяжелый период. Последние события в стране показали зрелость молодого поколения кыргызстанцев для более тесного сотрудничества с государством. Молодежь, вот это сердце нашей страны, это дух нашей страны. Ребята, которые абсолютно ничего не боялись, рисковали. И по большому счету это все делалось на их собственные средства. Все, что они помогали, и это никто не отрицает. В период быстро меняющегося мира свежие взгляды и новаторские идеи могут быть особенно полезны для развития государства. Для достижения целей устойчивого развития молодежи и чиновникам старой школы нужно работать в партнерстве. Сегодня роль молодежи растет по всему миру, и Кыргызстан тому не исключение. За последнее время молодые кыргызстанцы показали свою сознательность и готовность к помощи. Самое главное для правительства сейчас не просто говорить о роли молодежи, а постараться найти нужные направления, в которые можно направить эту позитивную, чистую, созидательную энергию молодежи для помощи развитию общества и государства. Отметим, сегодня, 10 ноября, во всем мире отмечается День молодежи. С 2002 года праздник отмечается и в нашей стране. На прошедшем форуме были приведены примеры и обозначены перспективы молодежного развития в Кыргызстане. Бекмамат Асанбекулу, Турар Анарбеков, ЛТР Бишкек.